То есть Дзержинская 11, пожар произошел час 23, поступило сообщение о пожаре. Час 25 наши подразделения были на месте. Значит, сам дом, все знаете, то есть двухэтажный, коридорного типа, там не квартира, а в основном комнаты, 30-го года постройки, значит, 3 подъезда, 36 комнат. И комнаты все расположены как бы беспорядочно. Она коридорного типа, значит, официально, как нам информация пока предварительно поступила от мэрии города, там официально, значит, остались на проживание в 3 квартирах. Ну, я сейчас называть квартиры не буду какие, то есть, просто потому что расследование только проводится, можно и ошибиться. Ну и часть квартир, значит, или собственниками там сдавались в аренду. Потом, значит, данный дом еще в прошлом году отнесен к сносу уже. Уже определен, значит, застройщик объекта на этом месте. Называть тоже не хотелось бы его, но, значит, потому что расследование проводится. Расследование данного пожара, хочу подчеркнуть, проводится Следственным комитетом. А это муниципальный дом был, да? Да, муниципальный дом. Значит, именно расследование данного пожара, дознание, проводится Следственным комитетом республики. Я поэтому не могу, значит, много вопросов тут за них решать и дать какие-то... А разве они не на общественных слушаниях, вот эти вот застройщики? Там, Ну, это вопрос... Ну, о Ремстрой, как бы предварительно у нас информация есть, что подрядчик этого дома. Как Ремстрой? ООО Ремстрой. А жильцов расселили, да? Уже... Ну, этот вопрос, опять же, департаменту, наверное, жилищных отношений мэрии города. Пока, вот как нашим установлено, что официально проживали в 3 квартирах. По показаниям свидетелей, очевидцев, пожар начался, значит, в 2-м подъезде внутри. Там отрабатывается, скорее всего, там несколько версий, в том числе и неосторожное обращение с огнем, в том числе и большей вероятности, значит, тоже имеется один из версий поджог. Но это, опять же, будет и решать, принимать решение Следственный комитет. Будет, конечно, проводиться и экспертизы, пожарно-техническая экспертиза, химическая экспертиза, электротехническая экспертиза. И, во-первых, когда наши подъехали на место пожара, с подъезда, со 2-го подъезда пожар уже перекинулся на 2-й этаж, на кровлю, и распространение пошло уже по 2-му этажу. Да, молодые люди, которые там рядом где-то в волейбол играли, значит, помогли, увидели этот пожар, помогли эвакуироваться жителям этого дома. Первого этажа там бабушка не смогли вытащить. Мы пока не смогли уточнить этих молодых. Имен нету пока. Молодых людей, которые помогали эвакуировать с места пожара людей. И со стороны Дзержинского тоже помогали эвакуировать до переезда наших подразделений. Наши подразделения по данному пожару, по всем пожарам с гибелью людей, при участии в наших тушениях, и сама организация профилактики пожара и тушения пожара у нас проводится служебная проверка. По всем пожарам, независимо, где гибель есть людей, у нас проводится служебная проверка. Значит, наши подразделения с 3-го подъезда эвакуировали там одну семью, в количестве там 4 человек, с 3-го подъезда. И час 38 наши тоже проникли в 1-й подъезд до лестницы клетки там в 1-го этажа, где обнаружили в лестнице клетки пострадавшую там девушку 12 лет, 11-го года. 12 лет девушку обнаружили, как пострадавшую, ее отправили через скорую в больницу. 2-й раз, когда проникали в 1-й подъезд, температура уже поднялась на лестничной клетке, и наши физически туда уже не могли проникнуть дальше по лестничной клетке наверх. В целом там с места пожара, получается, и
прохожими, и молодыми людьми. С места пожара было эвакуировано около 20 человек. Значит, все пожары, которые происходят у нас в жилом фонде, двухэтажные, там, одноэтажные бараки большие, значит, на все эти пожары наши выезжают по повышенному номеру или по повышенному рангу вызова. То есть все подразделения туда выезжают, на место пожара. Автоматически, без никаких указаний. На это место пожара работало там 9 основной техники, 4 специальной техники и 68 наших личным состава. Было, значит, 2 года назад предложено мере города, во-первых, все двухэтажки, такие, жилой фонд, смонтировать пожарную сигнализацию и вывести на пульт 01, как это было сделано в городе Нюрнберге. То есть, ну, во-первых, примерно мы смету, как этим, которые люди занимаются, посчитывали, это обходилось 100 тысяч один двухэтажный жилой дом. Сейчас, в принципе, техника там, она беспроводная, выносится на пульт 01, и она бы нам улучшала, во-первых, оперативность, значит, ну, могли бы выехать место пожара до, скажем, до развития пожара. И самый конечный результат, конечно, это было бы спасение жизни людей. Это в каждом деревянном секторе? Да, каждом... 83 дома, Не только которые признано аварийным, вообще в целом. Нет, вообще в целом деревянных жилых домах двухэтажных нам и было предложено в мере города, значит, А это когда было? это 2 года назад, когда тоже у нас такие были пожары, да, помните, если в опыте, значит, в мере города Ленинского района было предложено. И вообще-то этот вопрос, значит, как и городским, ну, законодательным, как мне правильно, городским думой, значит, был рассмотрен данный вопрос и одобрен. В принципе, хотели предусмотреть финансовые средства, но, к сожалению, мы до конца так и не следили, значит, они какое решение приняли. То есть пока данный вопрос остался открытым. Поэтому хотелось бы этот вопрос, конечно, опять же вернуться к этому, потому что у нас и 17-й квартал много двухэтажек, ну, что окраина города у нас очень много. То есть это вывод на пульт 01. Общая сумма, да? Но такой же вопрос был задан мере города. Мы приглашали лицензиатов, которые этим вопросом занимаются. Ну и примерно они вот по Нюрнберге, это 2 года назад было, правда, сказали, что 100 тысяч где-то двухэтажка будет обходиться. А это где-то заказываете, да? Нет, это не заказывает, это пожарная сигнализация, которая устанавливается в каждой квартире. Она будет, Обычная. да, ну обычная, но она выводится на пульт 01, там устанавливается дополнительный шлейф и выводится на пульт 01. У нас уже базовые стоят здесь, можно вывести. Ну, я на месте пожара был, женщина, вот, которая потеряла девочку, я знаю. Вот. Я потеряла свекровку и внука в этом пожаре. Вот эта женщина с ребенком, это моя невестка и внук. И я что хочу сказать, можно, да, я скажу. Короче, этот дом, наш дом, это уже давно лакомый кусочек, земля это лакомый кусочек. И когда застройщик год назад предложил нам расселяться, конечно, ну, они ссылаются на жилищный кодекс, но все равно это кабальные как бы условия. Вот, мы тянули время, ну, думали, что что-то там решится, суды шли, все, поэтому мы не выселялись из этого дома, там прописаны все. Вот. И когда случился про пожар, я что хочу сказать, что это поджог. Мое мнение, что это поджог, потому что когда мы прибыли на место пожара, горело, мы подъехали 15 минут. Во сколько мы? Час 25. Час 25 мы подъехали. Уже полыхал второй подъезд, или как он, с которого начался пожар. И кровля, у меня невестка жила на 2-м этаже, и кровля по всей протяженности пылала. Как за 15 минут, если ссылается на проводку, могла так возгореться проводка? Во-первых, это сначала дым, запах едкий и так далее. Этого не могли не услышать люди, живущие в этом доме. Ой, но это пусть следствие установит, мое однозначно это поджог. Потому что застройщик устал с нами бороться, устал с нами общаться, год тянется, время идет, и он решил вот таким способом решить проблему. Ладно, это вот один вопрос, я прошу разобраться и выявить действительно виновных в этом пожаре. Второй у меня вопрос к пожарникам, я умоляла. Я просила их
квартиру они проникли, сказали, трупов нет. Я просила, обследуйте площадку, коридор второго этажа. Они меня уверили, что все обследовано, что трупов нет. Они лежали на площадке, размер которой 1,5 метра на 2 метра. Анечка, моя невестка, у нее рост метр 64. В морге сказали эксперты, что она лежала в горизонтальном положении, то есть она занимала всю эту площадку, и внук лежал рядом, то есть мимо них пройти невозможно было, переступить, наступить на них, я не знаю, они бы обнаружили, если бы хотя бы вовремя обнаружили, пусть даже трупы, но они бы не обгорели. А они, я думаю, что на второй этаж не поднимались, не обследовали его, поэтому, может быть, по причине, что вот вы как сказали, что там уже невозможно было, я не знаю, какая причина, но хотя бы вовремя вынесли и хотя бы не убеждали, что там никого нет, что все обследовано, подтвердили, меня убедили. Я как бы успокоилась, думаю, она выскочила, может, куда-то уже уехала, раздета, ведь это ночь. Надеялась все. Но потом, когда сколько там пожар, до 2:30, точно не могу констатировать, до время, когда пожар закончился, тогда они только сказали, что оказывается на площадке между первым и вторым этажом обнаружены 2 трупа. Я видела их работу, все-таки работа не слаженная, медленно работают. Ну, не знаю, я вот живу рядом с пожаркой, наблюдаю их, вот эти учения, я тут соседка вашего, наблюдаете их учения, вроде бы это шлангами работают, вроде бы как оперативно, но почему в тот момент, когда нужно собраться, показать свой профессионализм, что нужно, ну вообще я не знаю, как работать на износ, можно сказать, ведь это люди, которые обязаны спасать жизни людские, даже не могли обследовать как следует помещение. Поэтому... В 20-й квартире же? Да. Вот они, ну, конечно, во-первых, наши соболезнования в первую очередь. В 20-й квартире наши проникали со стороны Дзержинского через трехколенную лестницу. Проверяли, зашли в квартиру, смотрели. Потом они, когда вот этой девушке 12 лет, пострадавшей, которая в реанимации, значит, да, обнаружили вот той же лестничной клетки, которые, ну, где лежали тела ваших родственников. Ну, они не дошли до этих погибших, потому что уже температура, которая там уже создалась, уже не смогли наши физически пройти через лестничную клетку наверх. Там уже огонь не позволял пройти. Чисто по температуре. Работали бы оперативнее, быстрее, слаженно. Не было бы такого. То у них шланг путается, то они пока машину... Я все это видела. Если бы была оперативность, слаженность в работе, этого бы не случилось. Они хотя бы вынесли тела не обгоревшие. Теперь я не могу даже гроб открыть, проститься с ними, потому что они обгорели. У меня тоже вопрос. Мы с мужем живем по Лермонтова 23/4. Чисто по сиренам мы интуитивно проснулись и увидели, что дом горит. Мы прибежали туда, я увидела бабушку. Бабушка 78 лет, она внучка маленькая, 4 года. Она сразу меня увидела, естественно, потому что единственная поддержка в семье это только мы. Она кричит уйгу, уйгу. Естественно, я бегу, я спрашиваю, что? Она говорит, пожарные постучались, сказали выходите. Вы мне объясните, почему не проводили женщину 78 лет с 2 детьми? И они шли, она сказала уйгу, держалась за нее за юбку, младшую на руки. Шли, они упали. У бабушки все лицо опухшее. Мы вчера ее выписали, конечно, она угорела. Там, у младшей девочки, конечно. Она уверена, что пожарные постучали. Да, постучали, разбудили, сказали, выходите, выбегайте. Просто мне вопрос, почему не сопроводили. Ладно, не сопроводили, ладно. Бабушка выбежала, успела, видит, уйгу нету. Я прибежала уже туда. С какого подъезда? С первого? С первого, с 3-й квартиры. Я потом прибежала туда, говорю, девочка там упала, они меня выталкивают. Я понимаю, что они не хотели, чтобы я туда заходила. Они меня выталкивают, они все стоят возле подъезда. Я говорю, ищите на полу, она упала. Потом какой-то пожарник, я, конечно, их сейчас не узнаю, потому что они все были в одной форме. Он говорит, он меня уверил, что они вытащили. Мы с мужем побежали искать по всему околотку ее. Может, испугалась и это. Я столько времени потеряла, я лучше бы туда зашла. Я просто времени потеряла. А вытащили-то ее прохожие же. Почему пожарники-то? Нам же прохожие, который ее вытащил, мы же ее понесли вот в скорую-то. У нас 3 остановки сердца, критическая кома. Нам дали день-два, ребенок сказали, умрет. У нас надежды нет, 75% ожогов. Просто мне вопрос, как-то вот сферу деятельности, работы или что, просто там столько... Они меня просто то, что увидели 12, да, 12 лет мы вытащили. Я очень сильно вам поверила, поэтому я 20 или 30 минут я потеряла только туда, ища ее туда повсюду.
похожий ребенок тоже кто кого-то вытаскивал. Там больше. Там не было, там взрослую одну девочку с психосоциальной люди поймали. Просто я, единственный вопрос, почему не было сопровождения? Почему их не сопроводили, видя бабушку с 2 детьми? Потому что они спросили, сколько вас, она сказала, я одна, 2 детей маленьких. А я сейчас в данное время, я не знаю, как подготовить бабушку, что ребенок-то умрет. Может быть, ну, во-первых, 36 комнат, очень много комнат. Мы, во-первых, не располагали сведениями, во всех ли комнатах люди живут, поэтому они, конечно, массово пытались наши пожарные, значит, все комнаты пройти, проникнуть, открыть, там, чтобы люди все могли эвакуироваться. Поэтому, может быть, с этим связано. Мы, конечно, разберемся, проведем служебки и до вас, конечно, мы доведем. Потому что мы не знали, что только в 3 квартирах официально проживают. Почему? Знаю. Маркин Сергей, когда вышел, он сразу сказал, что в какой квартире, Какие люди есть? какие живут, в какой квартире все, сколько примерно человек живет. Он все сказал это. Которые бабушку спасли. Который бабушку спасли. Да, она сейчас в Спасли. больнице. Это. Конечно, так. Ну, Ну, я во-первых, понимаю ситуацию. ну, в этом пожаре я тоже был, я смотрел, во-первых, квартиры, номера квартиры тоже, там не запутаешься, можно те, которые даже живут. 36-я комната, где там в 2-м подъезде. То есть там порядкового номера нету вообще. А когда задымленность и температура, там сразу, конечно... Ваши работники не знают, где командир. Они меня минут 10 наверное, ушло. Я искала командира. Они сказали, ищите командира, выясняйте, где ваш ребенок. Я еще поехала в Ожоговую ее искать. Я столько времени потеряла. Просто так ездила в Ожоговую. Ну, по всем этим вопросам, которые вы сказали, мы служебку, конечно, проведем, официально вас пригласим и ответ. Тогда можно